Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Наверное, я не ошибусь, если назову главным событием этого года, года защитника Отечества, года защитника Родины, празднование 80-летнего юбилея Великой Победы. Долгие годы у жителей города Якутска, да и, наверное, всей Якутии, празднование Дня Победы было неразрывно связано с именем Александра Самсонова, певца Победы, как его называли в народе. 11 мая ему исполнилось бы 90 лет, и это первый День Победы, который мы встречаем без него. У меня сегодня в гостях сын певца Александр Самсонов и директор музея музыки и фольклора народов Якутии Мария Корнилова. Александр Александрович, Мария Ленишна, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Александрович, вы очень похожи на отца. Вот, спасибо. Ну, куда деваться-то нам? Вот. Ну, если о папе несколько слов сказать, наверное, надо исходить от его родителей. Вот. Мои дедушка и бабушка, Порфирий Никитич и Надежда Евгеньевна Самсоновы, они до конца дней друг друга любили, уважали. Вот, и все дети, вся семья Самсоновых, а семья Самсоновых, вот, если будет видно, это в 90-м году мы все фотографировались, все тут Самсоновы, которые... Можно чуть повыше можно показать. О, да, вот так так вот. Ага. Вот. И вот от дедушки, бабушки и пошла музыкальная стезя. У нас все поющие. Вот. Тетя Тома, тетя Клара, папа, брат Вася, я. Вот. Короче, у нас это все как бы в крови. Вот. Но если насчет папы, он-то по первому образованию студент был русского отделения пединститута. Филологическое образование. Да, нет, именно русский язык, потому что дедушка, бабушка настояли, что ты должен тоже быть учителем. Но, видимо, судьбу не обманешь. Вот. Все же он уже почти в 30 лет поступил в Московскую консерваторию. Вот. И вот после этого, это 64-й год, я пошел в первый класс, вот пошел в консерваторию. Вот. Ну и вот добился своего. Вот. Работал в театре оперы и балета. Вот. Он за это все время записал 20 компакт-дисков. Вот представляете, какой труд. 5 дисков гигантов. По нескольку раз объехал всю республику с программами к 30-летию Победы, 40-летию там, и так далее, вплоть до 75-летию. И многие говорят, что вот он выступал на площади Победы с программой «Майские вальсы». Вот. Но вот он каждую пятилетку готовил определенные программы и в течение 5 лет объезжал всю республику. Вот. Сначала в 73-74 году, вот я помню, были отдельные концерты «Атака», вот, «Журавли», вот, а потом уже он программно начал выступать. И вот в этом году бы исполнилось 50 лет его концертной деятельности. То есть не только 90 лет ему, но и 50 лет так получается, концертной да? деятельности. Вот, и вот смотрите, в начале к 30-летию Победы он работал над программой «Поклонимся великим тем годам». Потом «Память бессмертна». «Спасибо вам за все, фронтовики». И первоначально он планировал это петь для ветеранов войны в основном. Вот. Ну и ветеранов труда и тыла. Вот. И даже были такие случаи, если кто-то из ветеранов в районе не приходил на концерт по какой-то причине, он шел домой вот, к этому ветерану. И лично для него пел? Лично для него давал концерт. Вот, полностью, что он... Полную программу? Полную программу. Ничего себе. Вот. Ну и вот я 3 программы перечислил. Вот. Потом по дорогам памяти,
вот Ну, майские то есть программы вальски. эти менялись, Да. совершенствовались. Он А сам... вот потом ветеранов меньше стало, естественно. Вот, сейчас всего, кажется, 9 человек, ветеранов осталось. Вот. И он перешел на подрастающее поколение, на школьников, на учеников колледжей, на студентов. А вот я говорю, слушай, как ты будешь с ними общаться? Это же неуправляемый народ. Вот, а он давал концерты, начиная там с 5-6 класса. Там, зашел, вышел. Вот. А он их увлекал, он не только давал концерты, но он и рассказывал. Вот, обычно у него всегда за ним на концертах были вот Владимир Парфенич и Николай Парфенич, его братья, которые вот один без вести пропал на фронте, второй вот пришел, работал в космофизике, замдиректора. Очень достойный был человек. У нас, кстати, есть архивный сюжет об Александре Парфеньевиче. Давайте его посмотрим. С песней по жизни Александр Самсонов вот уже больше 50 лет не расстается с музыкой. Больше того, он продолжает дарить ее окружающим. Он ушел военною дорогой в час, когда ты сладко спал в ночи. Хочешь, я тебе о нем немного расскажу? Послушай, помолчи. А начиналось все в далеком 1935 году. В семье известных педагогов родился мальчик, которого назвали Сашей. Повзрослев, уже по семейной традиции, он закончил филологический факультет. Но музыка взяла свое. Далее было музыкальное отделение педагогического училища и вокальный факультет Московской государственной консерватории имени Чайковского. За более чем 30 лет работы на сцене им создано множество запоминающихся образов в операх зарубежных, русских, советских и якутских композиторов. А вот это меня никто не узнавал, я сам гримируюсь. Это я в Лаокуте. С Анигиной Егоровной вот в Лаокуте в опере. А вот это вот Манчары. Уже после выхода на пенсию всю свою жизнь певец Победы собрал по крупицам вот в эти альбомы. И здесь все – молодость, встречи, любовь, дружба, гастроли, концерты, благодарности и награды. 3 огромные книги стали настоящим достоянием семьи. Это какой? Это номер 1. Это начало. А всего их 3, да? Ну 3. 34 улуса и 13 городов. Все объехал. Вот, например, поклонься великим тем годам. С 6 по 13 сентября, это первый улус у меня, 10-й год. Собрать такое достояние и пополнять его каждый месяц помогают гастроли. Вот уже 15 лет Александр Самсонов ездит по Якутии с благотворительными концертами. Тогда же его и окрестили – певец Победы. За это время он трижды облетел родную республику. Я счастливый человек, я летаю по республике, встречаюсь с людьми и на юге, и на западе, и на севере, понимаешь, так. И радуюсь, что ждут люди, да, и встречают хорошо. Его репертуар насчитывает более сотни различных песен. Однако главной темой, смыслом жизни для Александра Самсонова стала Великая Отечественная война. У певца Победы 2 брата сражались с немецко-фашистскими войсками. Как дом, в котором ты живешь, оберегай страны простора, как дом. Я говорю, вот, если на вас нападут в дом какие-то бандиты, вы же будете дом защищать свой. А Россия – это большой дом наш. Потому мы победили. Наши деды, прадеды защищали свой дом. Вот такой уникальный человек. Единственный в Якутии артист, который дает благотворительные концерты и совершенно бесплатно занимается патриотическим воспитанием молодежи. А вот какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать гражданин? Настоящий гражданин. Любить свою родину? Простейшие вопросы. Вообще человеком надо быть. Да? Не завидовать никому. Не делать плохое никому. Да? Честно работать. Желательно радоваться жизни. Дело в том, что вот сейчас в возрасте, да, начинают болячки. То болит, это болит. Радости-то не так много, начинает давить вот это. Но все равно надо держаться, он все определяет. Вот. И, конечно, любить
Не конечно, а любить. Екатерина Карпухина, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск. Ну, вот это сюжет 2015 года, 10-летней давности. Но, в общем, слова, наверное, так, можно с ними согласиться, Да. подтвердите сейчас, да? Да так вот я хотел бы продолжить еще по поводу его концертов для детей, для школьников. Он не так просто давал концерты и рассказывал про войну, показывал письма своих братьев, такие треуголки желтые уже. Вот. Он и сделал еще ответную связь. Ответную связь, вот тут 10 таких вот брошюр, и тут идут типа маленькие сочинения после концертов от детей. Вот. Это все он то собрал. есть дети, послушав его концерт, писали сочинения на тему отзывы, сочинения на тему войны, да, получается? Вот. И, в общем-то, он заставлял еще и думать детей, думать на тему войны. Вот. Поэтому, конечно, мне как-то по-семейному-то это по-простому, папа да папа. А вот сейчас, когда он ушел, в общем-то, великий человек не только вот, как певец, но и как пропагандист песни, пропагандист памяти о войне. Понимаете, тут не так все просто. Тут связь поколений идет. С большой любовью к братьям, большой любовью к маме своей. Потому что мама, вот среднего сына, который без вести погиб, ждала до конца своих дней. Представляете? Вот так вот. Это ваша бабушка? Моя бабушка. Там кто-нибудь шорох или что, она говорит: Парфиша, кто-то там стучится, может, Коля приехал. Вот так вот было. Поэтому, конечно, нет ни одного артиста, это я достоверно могу сказать, который объехал всю республику по несколько раз. Вот, и не только республику, он был в Магаданской области, в Москве пел, в Башкортостане пел. Вот. И он не разово к праздникам свои песни пел, он постоянно. Целыми годами он ездил, у него был план, какие улусы в этом году, в этом квартале, какие на следующий год. Вот, и посещал практически все населенные пункты, даже малонаселенные. Он рассказывал, не только, говорит, на УАЗиках мы ездили, и нас, например, в Тиксе заметала пурга, машина застряла и заглохла, пришлось копать перед машиной снег. Вот. Но и на тракторах ездил, на буранах ездил, на чем только он не ездил, чтобы попасть в отдаленные населенные пункты и дать концерт. Даже если там, ну, немного людей, 20-30 человек, он все равно стремился туда. То есть он считал это некой своей миссией, да, наверное, как вы думаете? Видимо, да. Потому что, ну, это надо, это не так просто. Это надо вот, чтобы действительно какая-то миссия была, чтобы с таким энтузиазмом, с таким вдохновением, вот, С любовью к родине. с любовью к родине, с любовью к отчизне выступать перед нашим населением. Я знаю, что в прошлом году была издана внучкой певца книга, которая вышла малым тиражом. Вот она, да? Да, вот она. Это книжка. Какое у нее? Вот он. Это, Последняя книжка. это биография или сборник песен? Это «Путь в профессию» называется. И он тут тоже по блокам про семью написал, про комсомол написал, он же лауреат премии комсомола Якутии, про мир написал, он имеет медаль «Борец за мир». Вот. Посвятил часть оперным своим выступлениям. Вот сейчас говорят, некоторые певцы говорят, такого Онегина и такого Манчары не было и не будет. Вот. Вот как раз. Вот.
Поэтому тут много фотографий, много его личных воспоминаний. Вот. Но, к сожалению, вот эта книжка только 25 экземпляров. То есть вообще библиотека. Да, мы сделали, папа говорил, это я для своих правнучек делаю, вот пусть они про дедушку помнят. Вот. И, конечно, бы хотелось переиздать. Вот. Но есть определенные сложности. Вот. В основном финансового характера. Финансового характера, чиновничьего характера. Вот. Я сам бывший чиновник, поэтому я знаю, как люди работают. В прошлом году ровно, вот это последняя презентация перед его смертью в нашем музее прошла. 21 июня была презентация, 27 мая вот его не стало. И он 5 часов просидел вместе с людьми. Вообще. И он прощался вот именно с людьми. Вот можно сказать то, что он был так воодушевлен, и он как будто уже знал то, что его уже не станет. И он как будто прощался с людьми и благодарил тех людей, которые пришли на презентацию книги. И так с любовью с ними общался. Вот. И народ не хотел отпускать его, которые пришли на мероприятие. Но он благословил все равно народ, допустим, которые вот людей, зрителей, которые пришли. И прямо там он говорил то, что это, скорее всего, наша последняя встреча. Ну, конечно, было сложно слушать такую речь, но он был доволен мероприятием. Ну, может быть, получится действительно книгу переиздать. Да. Наверняка у музея ведь есть книга, да? Да, он нам подарил, конечно. Ага. Насчет переиздания мы с Сан Санычем работаем над этим вопросом. Очень много бегаем, очень много пишем, но пока безрезультатно. Но очень надеемся, что спонсоры у нас найдутся, потому что действительно это последняя его книга, которую надо обязательно переиздать. Это путь в профессию человека, который вот столько сделал для нашего народа. Не только в оперном плане, но и как певец Победы. Столько сделал для формирования патриотического чувства для нашей молодежи. Человек, который дружил с северными народами. Он, как профессиональный певец, один из первых начал работу пропагандировать песенное искусство северных народов. Вот поэтому обязательно надо. И еще одной из главных в этом году над увековечиванием имени Александра Парфеновича у нас есть вопрос. Продолжит Александр Александрович. Да, вот мы уже полгода ходим по инстанциям, пишем письма, вот, пытаемся решить вопрос о памятнике моему папе. Вот, вроде как местечко приглядели на площади Победы, вот, но мы встречаемся с различными препонами. Вот, говорят, например, почему он должен быть на площади Победы. А он 30 лет давал концерты именно на площади Победы. И все танцевали, вот это майские вальсы. Вот, и говорят, вот там аллея героев есть, вот там памятников другим военнослужащим там нет. Но это же совсем другое. Это совсем другое, потому что, ну, памятники или там стеллы, или бюсты для военнослужащих, будь то Великая Отечественная войны, будь то вот операции, которая сейчас идет, это совсем другое, потому что вот этот памятник будет символизировать вот такой вклад искусства в победу. Понимаете, это совсем другое, чем военнослужащие, генералы там и так далее. Понимаете? И вот культурная память должна быть. Но ветеран труда, наш председатель Совета ветеранов Вилли Мачирыч,
он выступил в конце декабря на пленуме, кажется, посвященном 80-летию Победы, и там конкретно сказал, и наш президент поддержал, сказал, что включить в перечень поручений этот вопрос. Вы главу республики имеете в виду, Василия Сергеевича Николаева? Да. Вот, но ВОЗ и ныне там, а уже прошло, считайте, 2 месяца. А вот мы примерно как мыслили, вот если это площадь Победы, вот сюда памятник поставить. Сбоку. Сбоку. Вот. Но еще работа большая предстоит. Не знаю, как что получится. У населения мы собирали в прошлом году, вот эта работа начата уже с прошлого года же, да? И у населения мы проводили опрос в течение там буквально 5... 2-3 дней. 2-3 дней у нас 500 голосов было, а потом еще дополнительно немножко тоже сделали, там уже 700 стало 700, голосов. Ага, 700 голосов за то, чтобы именно на площади Победы поставить поющий памятник «Певец Победа». Он Поющий памятник? Еще и поющий, да. Мы хотим именно еще сделать его поющим, QR-код поставить, и чтобы его песни там звучали. И каждый, кто же пожелает... Подходишь там, с телефоном там и может послушать песню. Да, песни Александра Парфеньевича. Вот. А вот я знаю, что еще проект музея есть «Поющая скамейка». Да, поющие скамьи. Вот расскажите про это. Вот насчет над увековечиванием имени Александра Парфеньевича мы начали работу, как его уже не стало, с прошлого года. И в прошлом году, в сентябре месяце, в день города Якутска, мы на аллее певцов, сквер Карла Маркса, поставили именную скамью для Александра Парфеньевича. Она тоже поющая у нас скамья. Тоже желающие могут присесть и послушать в исполнении Александра Парфеньевича и песни, и послушать, и посмотреть видеоматериалы про Александра Парфеньевича. Это тоже скамейка с QR-кодом, да? С QR-кодом, ага, получается. И в прошлом году, как его не стало, Галина Ивановна, супруга Александра Парфеньевича, и вот Александр Александрович, практически весь материал Александра Парфеньевича передали в фонд нашего музея. И вот поэтому в этом году, 9 мая, у нас откроется большая выставка в честь Александра Парфеньевича «Певец Победы». Вот именно в прошлом году то, что вот подарили. Вот эти экспонаты у нас выставятся впервые в стенах нашего музея. А кто его первым назвал вообще певцом Победы? И как он к этому сам относился? Неизвестно. Народ назвал. Народ назвал. Народ. Его встречают, и он очень довольный приходил домой. Вот встретил там такого-то, такого-то. Он говорит: о, певец Победы, здравствуй, певец Победы. Может быть, там имя забывали. Вот. Но вот так из народа и пошло. Это никто не придумывал. То есть народ придумал. И у нас есть еще сюжет по увековечиванию памяти. Давайте посмотрим. В год исторической памяти Национальная библиотека Республики Саха-Якутия участвует в масштабном всероссийском проекте «Книга памяти сел и муниципальных образований». Его цель – не дать кануть в лету именам участников Великой Отечественной войны из небольших сел. На данный момент силами библиотек со всей республики собрано около 13 тысяч записей о ветеранах войны и порядка 600 сведений о населенных пунктах, из которых они были призваны. Было принято решение, что для сбора данных мы будем создавать автоматизированную систему, то есть служебную базу данных. Библиотеки филиалы, которые непосредственно находятся в малых населенных пунктах, они работают с муниципальными архивами, с читателями, смотрят различные издания, которые были опубликованы, ну, скажем так, в те времена, которые уже прошли, да? И из этих источников они собирают информацию и пополняют эту базу данных. Символично, что в 2025 году мы также празднуем 90-летие Александра Парфеньевича Самсонова. Александр Парфеньевич – оперный певец, известный по исполнению партий Онегина и Манчары. Но прежде всего якутяне помнят его как певца Победы. Александр Парфеньевич – дитя войны, а его старшие братья, один из которых пал на полях сражений – фронтовики.
Ежегодно 9 мая Александр Парфеневич выступал с концертом «Майские вальсы» в честь Победы. Вот эти майские вальсы он посвящает своим братьям и всему нашему великому народу, который сражался, не щадя своей жизни в Великой Отечественной войне. Когда мы приезжали, я помню, в кадетскую школу, он рассказывал ребятам о войне, о памяти, и он свои вот эти рассказы перемежал с исполнением песен. Это, конечно, было абсолютно незабываемо. Это было потрясающее зрелище, очень чувственное, потому что лично он пропускал это все через себя. Год 80-летия Великой Победы обещает быть насыщенным. Учреждения культуры Якутии бережно хранят память о тех, кто эту победу принес и кто эту победу прославлял. Эрджена Гармаева, Екатерина Амосова, Джулустан Иннокентьев, Семен Семенов, Якутск. Александр Александрович, ну вот что для вас значит быть сыном певца Победы? Да как-то я об этом не задумывался. У нас семья жила, да живет дальше. И мы не считали совсем даже папу великим певцом. Так это по-простому все. И как объяснить-то? Вот. Это после уже ухода его уже начали задумываться, начали смотреть книги, материалы, которые он подготовил. Когда это он все делал, когда это он все компоновал, когда печатал. Ну, единственное, что я могу сказать, я его фотографию постоянно возил, чтобы он там фотографии делал. Вот. Я ему еще говорил, зачем это фотографии тебе? Он говорит, у тебя на телефоне-то все сотрется, а фотографии останутся, книги останутся. Вот. Поэтому вопрос интересный, конечно. Ну вот он же ездил со своими лекциями, концертами по школам, как вы сказали, да, по школам, по колледжам. А в каком-то смысле вы его дело не хотите продолжить? Да не. Вы что, это страшная работа, быть певцом. Он меня заставил как-то на одном компакт-диске, назвался диск «Следопыты удачи», а я в экспедициях в свое время работал. Вот, и Бочкарев, это 14-е предприятие, решил сделать диск-подарок для 14-го предприятия. И меня заставили там 4 или 5 песен спеть в телевидении тут. Я после этого сказал, я петь вообще не буду больше, потому что это такой кошмарный труд. Ну, меня там 3 часа промучили, во-первых. Вот, все повторяешь да повторяешь. Там какое-то слово неправильно сказал, там нота не попала или что-то. Вот, это страшная, тяжелая работа. Поэтому, извините, мы петь можем только у костра, с гитарой или на вечеринках для друзей. Но вот в этом году не только юбилей у Александра Парфеневича, я говорю сейчас про музей, да, потому что у нас для учреждения культуры в республике объявлен год исторической памяти, и юбилей также у основательницы музея Аизы Петровны Решетниковой, и у хормейстера первого, да, Февронии Баишевой. Вот расскажите, ну, какие мероприятия запланированы? Да. Ага. В этом году мы отмечаем 80-летие со дня рождения создателя нашего музея, народной артистки Аизы Решетниковой, а также столетие со дня рождения первого профессионального хормейстера Якутии Февронии Алексеевны Баишевой. И запланировано очень много мероприятий, и если коротко сказать, то основное это в этом году 18 мая, в Международный день музеев, выйдет книга воспоминаний о Аизе Петровне. Сейчас идет работа над созданием вот этой книги. Далее в июне у нас запланирована в городе Южно-Сахалинск международная конференция. Это южно-сахалинские сами проводят международную конференцию «Фольклор полиазиатских народов». Так как Аиза Петровна первые две конференции, международные конференции проводила здесь у нас в республике. Вот поэтому эстафету переняли Южно-Сахалинск, и в этом году в памяти Аизы Петровны они проведут эту конференцию. Вот эту конференцию. Далее у нас запланировано также 18 мая, Международный день музеев, будет открытие выставки
В прошлом году, когда не стала Аиза Петровна, дочка ее, Алина Владимировна Решетникова-Саковская, передала в фонд нашего музея все личные вещи дорогой мамы. И вот поэтому в этом году состоится открытие данной выставки. И, конечно, еще работаем над тем, чтобы увековечить имена 3 наших деятелей, деятелей культуры и искусства. Вот Феврония Алексеевна, Парфеневича, Аиза Петровна. Путем как называется, насчет алмаза. Дать имена алмазам? Да, дать имена алмазам, а также мы работаем... Дать имена звездам. Дать имена алмазам. Письма, все это составлено, все это передано в Министерство культуры. И потом еще у нас насчет Аизы Петровны с прошлого года мы работаем над тем, чтобы наш музей носил имя Аизы Петровны. Имя основательницы. Ага. Вот. А если говорить про Февронию Алексеевну, у нас в этом году 1 октября состоится тоже открытие выставки. Впервые тоже будут выставлены личные вещи Февронии Алексеевны, которые переданы ее дочкой Татьяной Захаровной Чекбек-Байшевой, которая сейчас живет в Геленджике. И в этом году еще откроется вот именная скамья для Февронии Алексеевны. Тоже поющая? Да, поющая будет. Потому что для Аизы Петровны и для Парфеневича в прошлом году мы установили, а в этом году у нас остается Феврония Алексеевна. Но они там же будут, в этом же сквере? Да, на этом сквере. Ага. Ну и в этом году у нас, с чего началась, собственно, программа у нас 80 лет Великой Победы. Я предлагаю послушать, как сам Александр Парфеневич про это говорил. Тема Великой Отечественной войны, она для нас, лично для нас, Самсоновых, очень близкая, личностная, потому что мои братья воевали. Вот брат один погиб, Николай, в 1942 году под Новороссийском. Другой брат раненый в 1944 году, комиссовали его. Вот, приехал с фронта инвалидом, но работал тоже. Вот, был участником прорыва блокады Ленинграда. Мама с папой ждали, вот, своего сына, который погиб, так и не дождались. Ну, что ж, поговорили, вспомнили Александра Парфеневича, обозначили проблемы, которые существуют. Да, я так понимаю, главная проблема – это памятник. Тут, наверное, уже решение за депутатами городской думы? Или... Да, и депутатами городской думы, и главой города Якутска. Там целый список, который мы должны предоставить. И зависит многое от архитектора города, который разрешит или не разрешит. Вот. Ну, проблем много. Просто пытаемся что-то сделать. Вот, недавно вот мне в пятницу позвонил Акимов Александр Константинович из Москвы, он в Москве. Говорит, давай, чем можем, поможем. Вот так потихоньку мы подтягиваем народ в нашу инициативную группу. Ну что ж, я надеюсь, что эта проблема все-таки разрешится, памятник появится, и, может быть, наша программа в этом тоже какую-то роль скромную сыграет. Очень надеемся. Да, спасибо вам за беседу, было интересно. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням 19:15. Расскажем обо всем в деталях.